быть верными Отечеству, пограничному братству, честными и дисциплинированными. Быть верными Отечеству, пограничному братству, честными и дисциплинированными. Ряды юных друзей-пограничников пополняются. Для пятиклассников это не просто набор слов, а ключ от двери к новой жизни, обещание Отечеству и самому себе быть готовым в любую секунду стать на защиту своей родины. Каждый из них мечтал об этом дне. Вслед за клятвой юные патриоты получают заслуженные удостоверения и береты. Учащийся Джерки. Я. Ко мне. Есть. Я в отряд этот хотела вступить в 4 классе. Я смотрела на шестиклассников и думаю, вот бы стать такими же, как они, как вступить в отряд юные друзья пограничников. Какой должен быть юный пограничник, как ты считаешь? Юный пограничник должен быть правильным, он должен быть дисциплинированным, он должен быть честным и справедливым. Приобщить к истории Отечества, воспитать в молодежи чувство долга – все это подразумевает проект «Юные друзья пограничников», который был создан в 1958 году. С тех пор он уверенно вовлекает в свои ряды тысячи учеников по всей стране, а уже 12 апреля 1961 года учрежден знак «Юный друг пограничника», которым впоследствии за реальную помощь защитникам рубежей были награждены тысячи школьников. В настоящее время движение «Юные друзья пограничников» получило новый импульс и развивается не только в приграничье, но и в центральных регионах России. Я занимаюсь сам. Я хочу стать сильным и мужественным, потому что я хочу стать пограничником, чтобы задерживать нарушителей. В нашей школе этот отряд функционирует не первый год, как мы знаем. А вот в этом году моему классу выдало это почетное звание, миссия, можно сказать, вступить в отряд «Юные друзья пограничников». Поступили заявки по поводу желающих принять участие в ряды пополнить «Юный друг пограничника». Мы поговорили с родителями, выбрали тех, которые будут у нас принимать в этом активное участие. Родители написали заявление, и дальше был принят уже сформирован наш отряд «Юные друзья пограничников». Сегодня движение «Юные друзья пограничников» в Российской Федерации продолжает активно развиваться. Проект позволяет больше получить информации об истории своей республики в масштабе страны. В этом новом для себя качестве им предстоит узнать много интересного о служебных буднях воинов Переднего края, ознакомиться с их бытом, основами следопытства и служебного собаководства. Хотелось бы поздравить всех, кто вступил юные друзья пограничников, всех, кто состоит в этом движении, пожелать здоровья, благополучия, успехов в учебе. Вы наше будущее, вы те, на кого, надеюсь, нужно будет равняться за свои успехи. Не забывайте, что так называемое обещание – это не просто слова, это то, к чему вы должны стремиться не только в школе, но и по жизни в целом. Поэтому всем удачи, здоровья, благополучия. На этом официальная часть не заканчивается. Сразу после торжественно установили еще одну парту героя – Евгения Родионова. Он в июне 1995 года после окончания школы был призван на воинскую службу в пограничные войска России. После прохождения подготовки в учебном центре и принятия присяги проходил службу на пограничной заставе на границе Чечни и Ингушетии. Почтить память героя и воздать дань уважения. Учиться за таким столом – привилегия, которую нужно заслужить. Образовательный проект «Парта героя» рассказывает школьникам о тех, кто совершал доблестные поступки и проявлял личное мужество. В нашей школе уже не первый раз проходит данное мероприятие. Первая парта была посвящена у нас Алихану Калиматову, герою России, а парта, которую мы открыли сегодня, была посвящена Евгению Родионову, который был награжден Орденом Мужества посмертно. Данное мероприятие, данные проекты у нас проходят при поддержке пограничного управления и Федеральной службы безопасности по Республике Ингушетия. Данные мероприятия помогают нам больше знать про свою историю, про подвиги. Мы должны знать и помнить. Это очень хорошо развивает патриотизм. Мы должны гордиться своей страной. Парта героя только для лучших учеников. Это право им дается на целый год. В этот раз такая честь досталась третьеклассникам Таисии и Михаилу. Я старалась учиться на пятерке. Я еще активно работала, я добрая,
Вот это я делала, чтобы сидеть за этой партой. Как ты думаешь, каким был ребенок Евгений? Он был храбрым. Он долго учился, чтобы вот стал сильным. Он был смелым. Обещаешь быть таким же? Да. Проект «Единой России» «Парта Героя» еще одно спасибо, которое мы говорим тем, кто ценой собственной жизни обеспечил нам мирное настоящее. В рамках проекта в Ингушетии таких парт установлено уже несколько десятков. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.